На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в программе. Последние приготовления. Каждая урна имеет свои печати пломбы. Они уже прозрачны. Как к выборам готовят избирательные участки, увидел Дмитрий Аренин. Прямые включения, 30 конференций и больше 100 журналистов. Сюда будут приходить все сведения с избиркома о том, как будет проходить голосование по нашей республике. Как будет работать информационный центр Дня голосования, расскажет Салават Мухаммадулян. На лицах их родителей гордость и слезы. Где-то в сердце печаль, что ребенок, в общем-то, вышел из семейного гнезда. Кто сегодня пополнил ряды танкистов, увидел Сергей Хайдаров. Место, где живет лето. Хорошее место, рядом Волга, все здорово. СНТ Республики борется за звание самого лучшего. С садоводами одного из них пообщалась Зарина Ахметова. Сегодня в Татарстане день тишины. Перед выборами в Госсовет Республики запрещена любая агитация и проведение митингов. На самих избирательных участках, их 2811, завершается последнее приготовление. Завтра они откроются в 7 утра и будут работать до 8 вечера. Готовность пунктов для голосования принимала сегодня комиссия Центра избиркома. Какие нюансы должны быть соблюдены, уточнил Дмитрий Аренин. Развешивают номера УИКов, разглаживают флаги и расставляют все необходимые принадлежности. Для голосования переоборудовали школьные библиотеки, спортзалы и даже скалодром. Кабины 4 штуки. Да, 4. Это для... Готовность УИКов принимают комиссии территориальных избиркомов. Все помещения для голосования должны быть подведены под общий знаменатель безопасности, функциональности и информативности. Всего нужно соблюсти более 30 пунктов правил. Обязательный элемент каждого участка — часы. Как мы видим, эти стоят. Скорее всего, села батарейка, и ее будут менять. То есть лицом мы стоим, то есть, соответственно, наоборот. Да. А на этом участке неправильно расположили флаги России и Татарстана. Все недочеты на месте устраняются. По итогам проверки каждому УИКу дается акт готовности. То есть участок полностью готов к выборам, да? Да. Последние штрихи готовности к волеизъявлению закрепят завтра перед приходом избирателей. Каждая урна имеет свои печати пломбы. Они уже прозрачны. И в процессе завтра приемки участка наблюдателем, членом комиссии урны будут опломбированы. Избирательные участки единому дню голосования 8 сентября у нас готовы на 100%. Все наши члены участковых избирательных комиссий, члены территориальных избирательных комиссий, они прошли соответствующее обучение. Всего завтра в Татарстане откроются 2811 избирательных участков. На них ждут без малого 3 миллиона избирателей. Дмитрий Аренин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани открылся пресс-центр выборов в Государственный совет. Это центр информационного потока о ходе голосования, организованный Центр избиркомом и Общественной палатой. Свежие цифры явки, анализ активности избирателей, информация о работе штабов партии – все будет стекаться сюда. Для работы здесь аккредитованы 138 журналистов, в их числе и Салават Мухаммадулян. Слово вам, нашим коллегам, задавайте вопросы нашему гостю. Пока гостей нет, они будут завтра. Сегодня же идут последние приготовления организаторов медиацентра. Чек всех камер, звука и экранов. Все в порядке. Но, как это бывает, небольшое волнение присутствует. Я волнуюсь, на самом деле, потому что это нормальная человеческая реакция, потому что с утра до вечера в режиме нон-стоп организовать работу пресс-службы, пресс-центра, извините, и вести разговор, диалог, это, конечно, непросто. Работы будет много. Сюда аккредитованы 138 журналистов. Для трансляции передвижная телевизионная станция, 7 камер, профессиональный свет. Отдельные позиции для телевизионных репортеров. Для удобства и оперативности работы в пресс-центре установлено 40 вот таких компьютеров. Именно отсюда из пресс-центра будет исходить самая достоверная и важная информация о ходе голосования в республике. Только пресс-конференции 3 десятка. С самого утра, 8 и до полудня, 9 сентября здесь будут выступать руководители Центра избиркома, представители партий и участников выборов, федеральные и региональные политологи. Налажена прямая линия с Казанским и Российским Центром избиркомами. Сюда будут приходить все сведения из Центра избиркома о том, как будет проходить голосование по нашей республике. Вот.
Также намечается еще одно включение из Московского центра избиркома. Весь день с медиацентра выборов наша служба новостей будет вести прямые включения. Выпуски новостей стартуют в 7 утра. Салават Ухмадуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Как подготовилось к выборам движение «За чистые выборы» и сколько времени есть на выяснение обстоятельств в день голосования? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время». Центральные районные больницы Татарстана обновили автопарк. По поручению президента республики ключи от 42 новых автомобилей скорой помощи вручил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Все они оснащены современным медицинским оборудованием. В этом убедился глава парламента, осмотрев медицинские кареты после торжественной части. По стандартам автомобили скорой списывают и меняют на новые после 5 лет эксплуатации. До конца года парк автомобилей скорой помощи в целом будет обновлен на 187 единиц. На эти цели из бюджета республики было выделено без малого 865 миллионов рублей. Это важный элемент в работе системы здравоохранения, ведь оперативность во многом определяется и техническими характеристиками транспорта, от своевременности прибытия которого зависит зачастую и жизнь населения, жизнь конкретного человека. Слезы на глазах родителей, клятва верности. Они пополнили ряды танкистов России. Сегодня в Казанском высшем танковом командном училище присягу приняли 133 курсанта-новобранца. Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Тверь, Коломна, Волгоград. Здесь молодые военные со всей страны. Управление танком, владение оружием и техникой. Впереди их ждут 5 лет упорной подготовки. Почему все они так стремились именно в Казанское танковое, у курсантов спросил Сергей Хайдаров. Вот так красивым ровным строем по плацу шагают новобранцы Казанского танкового. Через несколько минут им принимать присягу. Волнение не скрыть. Весь спектр эмоций от печали до радости и у родителей курсантов. Волнительно, и подготавливали же ребенка своего морально, чтобы пройти это все. Ну, вообще, честно сказать, прям до слез. В сердце печаль, что ребенок, в общем-то, вышел из семейного гнезда. Но это его выбор. Мы его поддерживаем. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. 133 будущих танкиста. Курсанты со всей России присягнули сегодня на верность Родине. На вопрос, почему выбрали именно Казанское танковое, все отвечают по-разному. У кого династия военных, а кто восхищен примером героев. Генерал армии Герасимов Валерий Николаевич. И я узнал после того, что он пошел именно в танковое училище. Я решил пойти по его примеру. В этом году училище отметило 100-летний юбилей. За всю историю оно выпустило немало героев. Вторая мировая, Афганистан, Северный Кавказ. Везде и всегда на защите интересов страны стояли наши танкисты. 48 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 2 стали полными кавалерами Ордена Славы. 3 героями социалистического труда. А 14 выпускников последних лет удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. Обучаясь в Казанском высшем военном командном училище, вы получите не только военное образование, вы впитаете и культурные традиции многонационального народа Татарстана. Поддержать курсантов сегодня пришли и ветераны войны. Успешные воинской службы, честной, добросовестной, и тогда у них будет все в порядке в жизни. Любили свою родину, который такой, как наши, больше нигде нет. Ведь всегда считался лучшим тот солдат, который сыт. Так и сегодня здесь, прогуливаясь по танковому училищу, можно попробовать солдатскую кашу. Рецепт ее очень простой. Дружище, расскажи, пожалуйста, как тебе эта каша? Сладкая и вкусная. Будет ли сладкая жизнь для новобранцев в танковом училище, зависит от них самих. Впереди 5 лет обучения и строгой дисциплины. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ Казань. Сегодня в республике День садовода. Кто-то праздник отмечает на даче, а кто-то в городе. У кого богаче урожай, где самая благоустроенная инфраструктура. В Татарстане выберут и самые лучшие садовые товарищества. А уже сегодня любители огорода поделились успехами с Зариной Ахметовой. Вот наш урожай. Угощайтесь, пожалуйста. Сладкие яблоки, спелые помидоры и красные перцы. Самое время собирать урожай. Вдвойне приятно, когда на столе все свое, говорит Светлана Никандрова. Потому вот уже 20 лет приезжает из Казани на свой участок в товариществе «Волга». Хорошее место, рядом Волга, все здорово. Хорошие, отличные соседи. Вообще у нас прекрасные садоводы. У нас, конечно, сделано уже это дороги, это вода. И сделано своими силами и с душой, так говорит председатель товарищества. Сегодня сочтен
50-х годов практически полностью обновился. Учтены не только вопросы энергоснабжения, но и безопасности. Здесь у нас находится пожарный щит в полном оснащении, находится питьевая скважина. На случай непредвиденной ситуации у председателя есть специальная рация, по ним он может связаться с охранником. Борис Николаевич, прием. Обход произведен, замечаний нет. Совершенству нет предела. В этом году здесь проведут и реконструкцию сети линий электропередач. В этом садоводам поможет программа софинансирования от государства. Софинансирование у нас проходит по схеме 2 к 1. То есть у нас рубль собирают садоводы, и 2 рубля уже на счет перечисляет государство. Действительно, крупную сумму собрать садоводам достаточно тяжело. И когда оказывается поддержка государства подобного плана, то это очень ценно. В этом году на поддержку садоводов республики более 80 миллионов рублей. Бюджетные средства помогают ремонтировать скважины и водопроводы, устанавливать мусорные площадки, строить дороги. Кто-то День садовода отмечает на даче, а кто-то вот так с песней. Здесь 14 садовых обществ Челнов могут похвастаться своим урожаем. Вот урожай наш, помидоры, огурцы, перцы черные, в которых не все вырастают. Груш много, капуста растет, морковка большая, свекла огромная. Кабачки есть, тыквы, вон они какие красивые. Поделиться успехами садоводы смогут и с республикой. 21 сентября в Казани выберут самое лучшее СНТ. Зарина Ахметова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Научились беречь ресурсы, поделились знаниями, обменялись положительной энергией. В Казани прошел фестиваль «Вместе ярче». Уже 4-й год подряд организаторы праздника рассказывают жителям и гостям столицы о том, почему важно беречь энергию. И что будет, если планета покроет мусор. На полезном празднике побывала и Алия Хайрудинова. Это не митинг и не демонстрация. В парке Горького праздник. Причем праздник полезный. Говорят тут о том, как важно беречь энергию и природу. Так обмениваются положительной энергией студенты. Еще только в теории, но вполне уверенно знают, почему ресурсы важно беречь. Любой вообще вид энергии добывать очень сложно. И поэтому надо бережно относиться, потому что это определенный труд. Мы берем отсюда как раз-таки эту энергию. Вот, потому что мы все просто кайфуем от того, что находимся друг с другом. Потребляя свыше 27 миллиардов киловатт-часов в год здесь у нас в республике, мы должны обеспечить, чтобы каждый из этих киловаттов расходовался бы эффективно. Диодная лампа при той же яркости свечения тратит энергии раз в 10 меньше, чем лампа накаливания. При этом служит дольше раз в 50. К тому же диодная лампа в свет превращает почти всю энергию, когда старая лампа больше греется, чем светит. Налицо экономия ресурсов. Надо беречь природу, чтобы было красиво, чтобы парки были красивые и чтобы деревья не гнили. Мы сами природа, и если ее не беречь, то мы что ли исчезнем. Природа – это наша жизнь. Сегодня в парке Горького можно узнать все про энергосбережение. А еще есть приятный сюрприз для гостей. К примеру, можно сдать свою старую лампочку и получить новую энергосберегающую. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Профессиональные энергетики защищали честь компании на футбольном поле. Говорят, обменивались самой правильной спортивной энергией. Спорт – жизнь, движение – жизнь. Поэтому стараемся каждый день поддерживать. Совмещаем приятное с полезным и участвуем в спорте. Получаем удовольствие. В Татарстане фестиваль «Вместе ярче» проводится в 4-й раз. Всей республикой о важности сбережения ресурсов татарстанцы вспоминают и в ежегодной акции «Час земли». Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Летит точно в цель. Казанская «Стрела» в полуфинале чемпионата высшей лиги по регби среди мужчин. Сегодня наши спортсмены одержали уверенную победу над краснодарским клубом «Кубань-2». Это уже 7-я игра без поражений казанских регбистов. А женский клуб «Зенит» победил в 3-м туре регбийной лиги. Поздравить девушек приехали премьер-министр республики Алексей Песошин и руководитель управления антимонопольной службы Айрат Шафигуллин. Я очень критично отношусь к команде и к себе и всегда стремлюсь к лучшему результату. Сейчас рано делать выводы, но на текущий момент я доволен тем, что я вижу. Мы серьезно занимаемся развитием регби в Республике Татарстан. Создана новая федерация регби, которая очень большое участие будет принимать именно студенческие клубы. Борьба до последних секунд, проверка на прочность и торжество силы духа. Все это можно было увидеть на традиционной спартакиаде компании «Транснефть Прикамье». В этом году состязания приурочили к 70-летнему юбилею предприятия.
Они любят спорт и свою работу. Не сразу скажешь, что на беговой дорожке не профессиональные спортсмены, а сотрудники акционерного общества «Транснефть Прикамье». Эту спартакиаду посвятили 70-летию предприятия. Настроение у нас у всех отличное, боевое. Все готовы к победам. С большим желанием участвуем в таких мероприятиях. Это сплачивает нас, объединяет. Кто-то забивает голы на волейбольной площадке, а кто-то выкладывается на футбольном поле. Здесь участники соревнуются сразу в нескольких видах спорта. Здесь участвуют команды с 5 районных нефтепроводных управлений. С Татарстана, с Альметьевска, с Лениногорска и Казани. Команда с Удмуртской республики, с Ижевска, команда с Перми. Это все наши команды, лучшие, самая активная часть нашего рабочего коллектива. В итоге лучшей по итогам спартакиады стала команда Ромашкинского РНУ. Второе общекомандное место заняли сотрудники из Пермского РНУ. Бронза досталась представителям Альметьевского районного нефтепроводного управления. В следующий раз любители спорта из АО «Транснефть Прикамье» встретятся уже на зимней спартакиаде. Море брызг, напор и запредельные скорости в Казани. Сегодня проходит главное событие водно-моторного спорта страны – чемпионат по аквабайку. На озере Нижний Кабан соревнуются 60 ведущих российских спортсменов. Они уже успели откатать в дисциплине фристайл. Сейчас уже должна идти церемония награждения спортсменов. Это мы уточним у нашего корреспондента. Сейчас там находится Рамиль Шайдуллин. Рамиль, здравствуй. Скажи, выявили ли уже победителей? Да, добрый спортивный вечер, Алексей. Наверное, давно у театра Камала не было столько много брызг, и поэтому набережная не была усеяна столь большим количеством людей. Одно и понятно, в Казани продолжаются состязания по аквабайку. И сегодня, наверное, было трудно пройти мимо ревущих своими двигателями водных мотоциклов. И я, как обыватель, подумал бы, что спортсмены просто упорно гоняют по воде. Однако давайте все же послушаем профессионалов, которые скажут, чем же они занимаются на самом деле. Аквабайк – это водные мотоциклы, если говорить вот так вот по-простому, да, чтобы люди поняли, которые показывают вместе, разумеется, со своими пилотами скорость, виртуозность. И самый красивый вид аквабайка – это фристайл, когда они показывают искусство управления этим водным мотоциклом или аквабайком на воде, используя свою силу, свое мастерство. Да, итак, мы подошли к самой зрелищной части аквабайка, фристайл. Вот так в аквабайке называются вот эти вот прыжки и сальто, которые выполняют спортсмены. И главная их задача сделать это максимально точно, и максимально зрелищно. Со стороны это может казаться простым для них, но давайте все же узнаем, так ли это просто, как кажется. Фристайл очень интересно, по моему мнению, самое интересное направление из аквабайка, потому что тут оцениваются не скорость и время, а тут оценивается высота и прыжки, качество, количество и впечатление от них. Впечатление очень замечательное, очень здорово. Вообще такой эмоциональный получается позитив. Вот даже предыдущий участник так здорово 10 раз повернулся. Я вот первый раз это соревнование смотрю, мне очень понравилось. Все здорово, очень зрелищно и интересно. Да, и с минуты на минуту фристайлеры продолжат свое выступление, однако с одной ремаркой: это будет просто шоу. Их результаты не пойдут в общий медальный зачет, потому что результаты российских состязаний именно по фристайлу уже подведены. Чемпионы определены. Впереди только международные чемпионаты. Вот такая краткая сводка за день. Алексей, передаю тебе слово. Спасибо, Рамиль. Это было прямое включение с набережной озера Кабан, где проходят соревнования по аквабайку. Ну а сейчас самое интересное в интернете за неделю вы увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. До следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Всем привет! Началась школьная пора, а это значит, что снова в бой идут такие фразы, как «достаем двойные листочки», «а голову ты дома не забыл?» и коронная «лес рук, лес рук». Ну что, начнем разбираться со смешными видеороликами, которые были на этой неделе. Это рубрика «В сети». Начнем! 1 сентября в этом году выпало на воскресенье, поэтому букеты, банты и первый звонок были 2 сентября. Но самое интересное было не на линейке, а перед ней. Давайте посмотрим, как дети с огромным удовольствием шли в школу. Орлан, потерпи, через 12 лет выйдешь. Причем самое забавное, как родители детей уговаривали пойти сегодня в школу. Всего лишь 11 лет.
хочу я в школу. Спасите! Помогите! А кто-то из детей просто без всяких слов решил убежать. Календарь переверну, и снова 3 сентября. В каждой истории один. Школа вас все равно заберет. Ученикам хороших оценок, а мы идем дальше. 1 сентября для кого-то праздник, а для кого-то день памяти погибших в городе Бесла. О страшной трагедии помнят и казанцы, которые зажгли свечи на улице Баумана. Но самым обсуждаемым и просматриваемым в сети стал 3-часовой фильм Юрия Дудя про Бесла. Уже более 10 миллионов просмотров, и я тоже посмотрел, и всем советую. Павлины решили выйти погулять по Казани. Сбежали из зоопарка и прогулялись по улице Хади Такташ. Думаю, павлины там и останутся. Ведь, как говорится, Хади Такташ, весь зоопарк наш. Ролик, который вызвал море негодования в сети. Вновь наши всем известные казанские близняшки выделились. Показали, как нужно относиться к бездомным. Не бойтесь открыться этому миру. Не бойтесь протянуть руку помощи. И несмотря на то, что большая часть пользователей отреагировала негативно на данный ролик, он принес огромную пользу его герою. На следующий же день бездомного просто закидали огромными пакетами с едой. Спасибо вам за пакеты, за угощения. Так что после этого уже начинаешь задумываться, это зашквар или все-таки молодцы девчонки? А как вы считаете? Всю мировую паутину взорвал мальчик, который осознал, что он самурай. И вот одна из его тренировок. Но, как известно, у каждого самурая свой путь. Его, видимо, ожидает путь леща, ремня и неделя без карманных денег и компьютерных игр. Но зато это его личный самурайский путь. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети с президентом». Рустам Минниханов каждую неделю пробует себя в новых амплуа. На дне нефтяника в Альметьевске попробовал себя в роли барабанщика. Ну, думаю, уже из какой-нибудь группы позвонили и пригласили на концерт. Здесь же у нас ролик, посвященный 1 сентября. Я знал, что этот день снова настанет. Нужно быть одетым с иголочки. Думаю, президент тоже так стильно одевался. Но потом его мама переодевала его, и он шел в школу вот таким красавчиком. Ну и, конечно же, в Татарстане шутки про перевернутый календарь 3 сентября начал тоже наш президент. Сразу видно на нашей волне. А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте ГДЗ. Готовые домашние задания. Но сразу видно, учеба уже началась. Вторую строчку занимает ЕГЭ и ОГЭ. Видимо, ученики решили основательно подготовиться. И замыкает всеми любимый, раз в год вспоминаемый в интернете Михаил Шафутинский со своим хитом. Я календарь переверну. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Спасибо Татарстану, спасибо Казани! Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 00. В честь 20-летия клиники «Третий глаз» блефаропластика 20 тысяч рублей. Офтальмологическая клиника «Третий глаз» 202 202 8. Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции.
Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережные Челны. Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Раньше властелином интернета мог быть только один. Он, она, оно или я. А с новым роутером Дом.ру быстрого интернета хватит на всех. И теперь мы — это снова мы. Та еще семейка. Новый роутер от Дом.ру не просто соединяет, объединяет. Здравствуйте! О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и плюс 17-18 градусов. На северо-востоке республики солнце спрячется за облаками, плюс 20. На севере Татарстана аналогичная ситуация, 19-20 тепла. На северо-западе республики солнца видно не будет, без осадков, плюс 20. На юго-западе республики тепло и сухо, плюс 20-22. В центре Татарстана преимущественно облачно, до плюс 20. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез тут что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. В Казани облаков станет чуть больше, но по-прежнему без осадков. Днем до плюс 22. Атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.